Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. На территории Якутии произошло 4 техногенных пожара. Воскресным вечером на пульт службы 01 поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Овощеводческого микрорайона Стерх, столицы республики. Общая площадь пожара составила 156 квадратных метров. Постройку спасти не удалось. Также загорелся еще один дом на улице Дружбы народов, на этот раз в Нерюнгре. На этот раз площадь пожара составила всего 3 метра. Дом удалось спасти. Огнем повреждены домашние вещи на балконе. В 2 ночи понедельника загорелся частный дом на улице Покрышкина в Якутске. Общая площадь пожара 160 квадратных метров. Постройку спасти не удалось. Однако огнеборцами спасен гараж и 2 автомобиля. В 4:30 утра загорелась баня в Нюрбе. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок на площади 12 квадратных метров. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен рядом стоящий дом и гараж. В Нижнем Бестяхе национальную компанию «Туймада-нефть» поймали на несоблюдении закона об отходах производства и потребления. В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что на территории нефтебазы предприятия не обезвреживаются и не утилизируются вышедшие в отход металлоконструкции, не ведется учет образовавшихся утилизированных и обезвреженных отходов, отсутствует проект санитарно-защитной зоны площадки для временного хранения отходов и так далее. Прокуратура внесла в адрес руководителя представления, по результатам которого приняты меры к устранению нарушений. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В Якутске оштрафовали АОО «Стройэнерго». Компания уклонялась от официального оформления трудового договора с работником. С июня по август 2018 года заявитель работал в ООО «Стройэнерго» в качестве слесаря без заключения трудового договора. При этом перед началом работ заявителем проведен инструктаж по технике безопасности, выдано соответствующее удостоверение, установлена заработная плата. Он осуществлял трудовую деятельность каждый день с 8 утра до 7 вечера, проживал по месту нахождения работодателя, который за весь период проживания обеспечивала его трехразовым питанием и спецодеждой. Вместе с тем, несмотря на наличие всех признаков трудовых отношений, с работником не был заключен трудовой договор. В связи с указанным по постановлению прокуратуры города Якутска ООО «Стройэнерго» привлечено к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора по части 4 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Представление прокуратуры, внесенное в целях устранения выявленных нарушений закона, находится на рассмотрении. А в больницу Мегино-Кангаласского района был доставлен 27-летний мужчина с ножевым ранением. Выезжавшим на место преступления полицейским была установлена причастность ранее судимого 28-летнего местного жителя. В тот день мужчины распивали спиртные напитки в доме у потерпевшего. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой подозреваемый ударил кухонным ножом своего знакомого в область челюсти. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Кстати, на днях Федеральная антимонопольная служба поддержала предложение о введении единого образца надписи о вреде алкоголя на этикетках, но сочла чрезмерным размещение на бутылках картинок, изображающих последствия его употребления. Как сообщают «Известия», авторы инициативы предлагают обязать производителей наносить на этикетку предупреждение о вреде алкоголя стандартного образца и картинку, иллюстрирующую наносимый им вред. В антимонопольной службе поддержали введение единого образца, предупреждающей надписи «Алкоголь убивает», отметив, что мера не окажет нагрузки на производителей. Требование снабжать бутылки с изображением ФАС сочла чрезмерным. Критике подвергся также запрет открытой выкладки алкогольной продукции в магазинах, содержащийся в законопроекте. Он увеличит нагрузку на бизнес, считают ФАС. В международной повестке в центре Парижа проходит акция протеста водителей скорой помощи. Это их 3-е выступление. Работники скорой помощи возмущены реформой финансирования отрасли и системы социального страхования в целом, предложенной правительством президента Макрона. Их акция протеста совпала с выступлениями желтых жилетов, возмущенных ростом налогов и цен на горючее во Франции, рассказывает Сергей Берец. С раннего утра в понедельник водители скорой помощи блокировали своими машинами несколько улиц в центре Парижа. Они взяли в осаду площадь Согласия напротив здания Национального собрания Франции.
По словам участников акции, они выступают против реформы системы финансирования отрасли, которая ударит по небольшим компаниям, перевозящим больных. Водители называют это уберизацией скорой помощи. Их лозунги «Франция – это мы», «Макрона в отставку», «Пациенты в опасности» и «Государство убивает меня». Новый закон о реформе системы социального обеспечения вступил в силу 1 октября. По статье 80 пациенты не смогут выбирать, кто повезет их в стационар в экстренном случае. Медицинским учреждениям будет выделяться бюджет на транспортные нужды. Это приведет к тому, что больницы станут выбирать дешевые варианты. Их могут предложить только крупные компании. Мелким придется уйти с рынка. Очевидно, что это не устраивает многих профессионалов, водителей и парамедиков. Закон – один из серии социальных реформ, проводимых президентом Эммануэлем Макроном и направленных, в числе прочего, на перестройку системы здравоохранения Франции. Она, по мнению экспертов в этой области, отличается высоким качеством услуг, но страдает от недостатка финансирования. Акция работников скорой помощи, уже 3-я по счету с конца октября, совпала по времени с массовыми выступлениями «желтых жилетов». Участники этого движения протестуют против роста цен на горючее и налогового бремени во Франции. На этом пока все. Берегите себя.